Теперь Кыргызстан будет сам обеспечивать полностью бюджет. Если ранее зачастую привлекали средства доноров для поддержания той или иной части финансовой системы, отныне работа будет вестись по-иному. Поделился новым вектором развития председатель Кабмина на форуме человеческого развития. Последние 30 лет мы очень много денег получили благодаря международным финансовым институтам для бюджетной поддержки. Почти вот на слайде показано, самые большие поддержки мы получали именно бюджет для бюджетной поддержки. Мы отказываемся в дальнейшем привлекать деньги на бюджетную поддержку. Мы рассчитываем на свои внутренние ресурсы. Самое главное, из всех встреч с руководством Всемирного банка мы выделили один вывод, что в Кыргызстане за последний год-полтора ведется очень грамотно. Я хочу подчеркнуть, грамотная макроэкономическая политика. Итак, сегодня состоялся Бишкекский форум человеческого развития. Он направлен на создание политической площадки для руководства страны и партнеров по развитию с целью определения приоритетных инвестиций в области развития человеческого капитала. Здесь немаловажную роль играют и международные организации. Очевидны усилия правительства Кыргызстана в сферах человеческого потенциала, преодоления бедности и неравенства. Несмотря на то, что есть определенные пробелы, есть желание и возможности изменить ситуацию к лучшему. Важно, чтобы люди являлись центральным звеном восстановления. Нужно разработать меры и рассмотреть вопросы, связанные с уязвимостью и бедностью. Нужно продумать, как мы можем защитить домашнее хозяйство. Уверена, что сегодняшнее мероприятие станет эффективной площадкой для разработки программы, которая позволит решить поставленные задачи. Образование, здравоохранение и социальная защита. В этих трех направлениях Кабинет министров проводит кампанию по развитию при поддержке Всемирного банка. Именно в рамках национального проекта повысятся зарплаты работников образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты, а также увеличатся размеры социальных пособий в июле текущего года. Но если говорить конкретно о человеческом развитии, то здесь, безусловно, главную роль играет именно образование. Профильное ведомство предложило на форуме свою программу развития системы образования в Кыргызстане. Биздин Кыргызстан негизги мактана турган жагы бул адам капиталы болуш керек. Андыктан биздин билим берүү тармагынын астында чоң тапшырмалар турат. Биз ошо дүйнөдөгү конкуренттүүлүккө жооп берген. Главной гордостью Кыргызстана должен быть человеческий капитал. Поэтому перед нашим министерством стоит немало задач, которые требуют выполнения. Наши специалисты должны конкурировать наравне на международной арене. Поэтому образование наших детей будет превыше всего. Новая реформа образования направлена на то, чтобы инвестировать в наших граждан с раннего возраста. Сейчас мы ведем активную работу для реализации наших планов. Далее форум был разделен на сессии, где участники активно обсудили пути человеческого развития в Кыргызстане. Было отмечено, что независимо от ситуации в стране, экономическое положение может быть улучшено только с помощью всестороннего вклада в ее граждан. Именно по этой причине и создается национальный проект «Человеческое развитие». Айзада Урумбаева, Нурдан Карыпеков, Пирамида.